История нашей страны знает множество великих личностей, навсегда вписавших свои имена в вековую память республики. Одной из самых значимых – Нестор Лакоба. В истории Абхазии жизнь семьи Лакоба стала одновременно трагической и героической страницами. Нестор и его семья были уничтожены органами советского НКВД. К столетию Рауфа Лакоба, сына Нестора и Сарии, трагизм и фатализм минувшего буквально витает в воздухе. На выставке, состоявшейся в музее имени Лакоба, множество людей. Они вглядываются в черно-белые портреты из далекого прошлого, образы людей, отдавших жизнь за свои идеалы. Событие очень тяжелое, воспоминание о той судьбе нашего абхазского народа, которая семья Лакоба полностью и целиком испытала на себе. В этом доме, где проживал Нестор Аполлонович Лакоба со своей семьей, до репрессий счастливая была семья. Но так случилось, вот этот проклятый 1937 год, который унес много жизни бывшего Советского Союза, в том числе и очень сильно пострадала интеллигенция Абхазии, и среди которых был, конечно, наш выдающийся государственный политический деятель Нестор Аполлонович Лакоба. Рауф Лакоба был арестован в 15-летнем возрасте и около 4 лет содержался в тюрьмах Сухума, Тбилиси и Москвы. Совсем юному Рауфу и 3 его двоюродным братьям было предъявлено обвинение в контрреволюционной и террористической деятельности. В 1941 году военная коллегия Верховного суда СССР приговорила юношей к расстрелу, а 28 июля 1941 приговор был приведен в исполнение. По дошедшим до наших дней источникам, Рауф Лакоба был скромным, добрым и очень справедливым юношей. Историями о жизни мальчика поделилась с нами директор историко-мемориального музея Нестора Лакоба Людмила Малия. В классе у них всегда были всякие мероприятия. Вот однажды, попросили Рауфа, чтобы он пришел на сбор, пионерский сбор, и рассказал о своем отце. Он помолчал, но ничего не обещал. На второй день он пришел в класс, правда, сразу ему сделали замечание, почему же он не был на сборе, почему он не рассказал об отце. И он говорит: ну вы как можете себе представить, что я встану и буду рассказывать, что мой такой папа был примерный, хороший. Я себе этого не могу позволить. Я не имею права, и папа бы меня за это поругал бы. Он очень умел дружить со всеми, с девочками, с мальчиками, и защищать девочек, если кто-то их обижал. Он был такой волевой мальчик. В экспозицию вошли более 30 фотографий семьи Нестора Лакоба. Они были развешаны на голых кирпичных стенах в 2 залах музея. В память о семье Лакоба были зажжены свечи. К сожалению, за 29 послевоенных лет так и не удалось полностью восстановить здание музея Лакоба, бывшее когда-то его квартирой и пострадавшее во время боевых действий в 1992 году. Глядя с сегодняшнего дня на жизнь семьи Лакоба, семьи, пожертвовавшей всем ради своей страны, мы обязаны помнить об их подвиге, мужестве и героизме. Благодаря архивам Баграта Шинкуба до наших дней дошло письмо Рауфа Лакоба Лаврентию Берия. «Дорогой дядя Лаврентий», — пишет юный Рауф, — «вы хорошо знаете нашу семью. Я не могу себе представить, что папа мой был врагом народа. Я и мои двоюродные братья осуждены на смерть. Прошу вас сохранить нам жизнь. Мы ведь еще совсем молодые. Нам исполняется всего по 18 лет, а мы уже более 4 лет в тюрьме. Надеюсь на вашу милость. С надеждой. Рауф Лакоба». Под этим заявлением чуть слева резолюция. Отклонить. Расстрелять. Рада Чачава, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение.